Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Малахат Ибрагим кызы Гасанова, депутат Милли Меджлиса Азербайджана 2, 3, 4, 5, 6, 7 созывов, доктор философии по истории. Родилась 25 апреля 1958 года в селе Кичик, Мазраб, Басар-Кичиракского района Армении. Окончила педиатрический факультет Азербайджанского государственного медицинского института и юридический факультет Бакинского государственного университета. Прошла программу Кеннеди Гарвардского университета по предметам общественное здравоохранение, женщины во власти. С 1983 года работала врачом Бакинской детской поликлиники. С 1992 года главным врачом. В 2098-2000 годах работала в должности заместителя председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей. Член политического совета партии Ени Азербайджан. Председатель отделения партии Ени Азербайджан Насиминского района Баку. В 2005 году избрана депутатом Милли Меджлиса Азербайджана. Заместитель председателя комитета по вопросам труда и социальной политики Милли Меджлиса Азербайджана, член комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, член дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы межпарламентских связей Азербайджан-Сербия, член рабочих групп по межпарламентским связям с США, Австрией, Белоруссией, Иорданией и Катаром, член азербайджанской делегации в парламентской ассамблее тюркоязычных стран, парламентская ассамблея Евронест, автор книг о правах женщин. Я хотела бы поблагодарить вас за интервью для Тюркел Медиа. Наше интервью проводится в здании общины Западного Азербайджана в Баку. Это также имеет символическое значение. Что бы ни крылось за этим символическим значением, мы достигнем своих мечтаний. Другая тема нашего разговора связана с тюркским миром. В Азербайджане государственные деятели, ученые и простые люди готовы часами рассуждать на эту тему. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, тюркское сообщество не состоит из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Турции и Азербайджана. Посмотрите, сколько на самом деле в мире проживает носителей тюркского языка. Мы должны объединиться в кулак. Конечно, география нашего сердца гораздо шире. Естественно, тюрки, проживающие в регионе, связаны духом нашего общего единства. Все они тяготеют к Турану, нашей культурной и духовной связи, и мечтают о Туране. Наши предки не предвидели этого, но мы уже являемся частью этого намерения. Многие люди волнуются, когда слышат слово «Туран». В конце концов, есть Евразийский, Европейский и другие союзы. Так почему бы не быть Туранскому союзу? Мы возвращаемся к нашим исконным корням. Туран – это наше культурное, духовное и экономическое сообщество. В настоящее время численность населения всего тюркского мира составляет 200 миллионов человек. Они проживают на 4 миллионах квадратных километров на территории Евразии. Природные богатства региона составляют более 500 триллионов долларов. Если на этой земле родится великое государство Туран, то, несомненно, оно обретет огромную силу. А Турция, которая прилагает активное участие в его формировании, будет занимать в нем главенствующее место. В течение многих лет мы были разделены тюркской географией. Например, когда мы общаемся с коллегами из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, мы понимаем друг друга без перевода. Конечно, наш шаг в сторону Турана не означает нарушение моральных прав какой-либо нации, государства или народа.
Сегодня в мире происходят процессы глобализации и интеграции. Мы не можем объединяться с государствами и народами, имеющими разные религии, языки и культуры. Как сказал наш президент на последних выборах, мы не должны искать семью где-то еще. Наша семья – это тюркские государства. У нас, тюркских государств, есть как многосторонние, так и двусторонние союзы. Тюркские народы имеют стратегические партнерские связи друг с другом на самом высоком уровне. В этом смысле существует Союз парламентов, Тюрксой, Тюркская академия, Фонд турецкого наследия и другие. Эти профсоюзы принадлежат всем нам. Например, Иссык-Куль в Кыргызстане принадлежит нашим предкам. Это наследие, оставшееся кыргызским братьям. Деде Гургут – наша общая ценность. В этой книге приводятся названия угузских земель Западного Азербайджана. К сожалению, в Западном Азербайджане разрушено около 300 мечетей. Конечно, это факты. Кладбища, оставленные Гарагу-Юнлу и Атабеями, были стерты с лица земли. В Ереване были разрушены крепость Сардар, Голубая мечеть, Тепе-Баши, Караван-Сарай и многие исторические памятники. Они принадлежат не только азербайджанскому народу, но и всем тюркским народам. Манас не только для кыргызов, это наше общее наследие. Аль-Фараби в то же время. Это касается всех нас. Пусть это будет Юнус Эмре, Физули, Насими, Низами. Это все наши общие ценности. Пусть тюркское наследие останется на Балканах. Например, в Монголии есть арханско-енисейские памятники. Турция восстановила их на высоком уровне. Я сама там была. Это свойственно каждому тюрку. В свете изменений, происходящих сегодня в мире, все тюрки должны объединяться. Наше прошлое, наше наследие, наши ресурсы, наши активы должны быть едины. Тогда мы будем сильны. Как говорят наши тюркские лидеры, у нас более 200 миллионов человек. Вы знаете, что мировые транспортные коридоры подобны кровеносным сосудам. Один пояс, один путь. Конечно, этот средний проект без коридоров равен нулю. Конечно, все наши тюркские народы находятся на этом перепутье. Гейдар Алиев однажды в Америке упомянул об этом как о шелковом пути. Однако американцы отнеслись к этому с завистью. Финансировать это было очень сложно, и Китай взялся за этот проект, назвал его «Один пояс, один путь». Повторяю, без центрального коридора этот проект бесполезен. Этот путь охватывает Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и Турцию. Этот коридор решает мировые проблемы. Это результат разумной и дальновидной политики глав наших государств. Хочу также отметить, что по единогласному решению министров экономики тюркоязычных государств наша продукция, которая будет представлена на мировом рынке, будет иметь маркировку «Сделано в Туране». Что касается алфавита, то сейчас мы переходим на единый алфавит. Конечно, это означает, что Туран, которого мы желаем, станет еще сильнее. Естественно, принятие единого алфавита сблизит еще больше тюркские страны. Речь не о менталитете, я имею в виду символы, общие символы. Это в том числе единое информационное пространство, тюркам будет легче обмениваться цифровым опытом, осваивать искусственный интеллект, тот же чат GPT. За этим как раз и стоит интеграция стран ОТГ. Подобно тому, как азиатские государства создали Шанхайскую организацию сотрудничества, мы движемся к организации туранских государств. Это наша единая платформа. Мы также хотим, чтобы Турецкая республика Северного Кипра вскоре была признана другими странами. Туран – наш зонтик. Мы все должны объединяться под одним зонтом. Поезд уже на рельсах, и мы отправляемся в путь. Повторяю, пусть никого не пугает слово «Туран». Это требует от нас стоять на своих корнях. Мы должны объединить наши национальные ценности и наследие. Наша цель – быть вместе, как турецкая семья. Тюркизм и туранизм – это не расизм. Быть турком – это культура. За словом «турецкий» скрывается гуманизм и культура. Даже во время 44-дневной войны азербайджанские солдаты не нападали на мирных жителей. Ни одно гражданское здание не было разрушено. Церкви не тронуты. Если это не гуманизм, так что же это? Конечно, так обстоит дело во всех тюркских странах. Все мы, народы наших стран, также должны увидеть плоды туранского единства. Мы все должны продолжить нашу борьбу за родину, за флаг и за территориальную целостность. Русские, лезгины, евреи и представители других народов героически погибли за освобождение своей родины от оккупации, за победу Азербайджана. В этом наше единство. Все тюркские народы искренне радовались восстановлению территориальной целостности Азербайджана. В настоящее время тюркские государства Центральной Азии, в том числе и региона, протянули руки помощи в восстановлении и реконструкции территорий, освобожденных от оккупации. Даже венгры – потомки Аттилы в Европе. Они реализуют масштабный гуманитарный
гуманитарные проекты. Они протягивают друг другу братскую руку. После 44 дней победы Шуша была объявлена культурной столицей тюркского мира. Главы тюркских государств собрались в Шуше на саммит. Еще летом 2024 года президент Азербайджана пригласил лидеров тюркских республик в Шушу на неформальную встречу. Даже организация «Исламская конференция», сейчас только Азербайджан, объявила Шушу культурной столицей. Господин Верховный Главнокомандующий, как вы? Добро пожаловать в город, который по праву принадлежит нам с вами. Спасибо, приветствую вас. Да здравствует азербайджанский народ! Как вам живется здесь? Отлично. Господин президент, зимой 1982 года, когда покойный Гейдар Алиев приехал в Шушу, я написал: «Этот край возвеличил своего сына». В 2003 году, когда вы пошли на президентские выборы, я впервые в прямом эфире поздравил вас и сказал: «Слава Всевышнему за то, что мы прошли этот путь». Спасибо. Как вам живется здесь? Все хорошо? Слава Аллаху. Слава Аллаху. Дедушка Ильхам, мы вас очень любим. Спасибо. Сейчас в Шушу также приехали руководители братских стран. Будет проведено прекрасное мероприятие. Это наш художник Ровшан Муалим. Здравствуйте, Ровшан Муалим. Есть новые работы? Есть. Пожалуйста, посмотрите. Мы выделили место для показа. Вижу оттуда, на балконе. Это новая работа? Да. Машаллах. К вам пришло вдохновение после возвращения на родину? Это квартал Мердинли. Подойди, дочка. Как вы? Спасибо, а ты? Большое спасибо, хорошо. Давай сфотографируемся. Сколько тебе лет? Мне 15 лет. А можно еще на наш телефон снять? Можно, конечно. Этой девочке вручили ключ молодежной столицы тюркского мира. Как хорошо. В сентябре, наверное, в школу пойдешь? Да, вам принадлежат прекрасные слова. Дорогая Шуша, ты свободна. Дорогая Шуша, мы вернулись. Шуша наша, Карабах наш. Карабах — это Азербайджан. Да здравствует азербайджанский народ. Слава азербайджанскому народу, азербайджанской армии. Спасибо, дочка. Спасибо. Большое спасибо, благодарю. Вас приветствуют шушинцы. Наш брат, президент Республики Кыргызстан. Да здравствует Туран, да здравствует тюркский мир. Главы государств совершили прогулку по городу Шуша. Гости были проинформированы о проекте новой Шушинской мечети. Мечеть, фундамент которой заложен в древней Шуше, также будет радовать глаз как образец современной архитектуры. Проект мечети, которая будет иметь 2 минарета и украшенный мозаикой купол, разработали азербайджанские и итальянские архитекторы. Внешнюю сторону мечети планируется украсить геометрическими орнаментами, использованными в минаретах древней Шушинской мечети. Этот архитектурный элемент будет олицетворять уверенность в благополучном и успешном будущем города Шуша, связь между прошлым и настоящим. Фундамент новой мечети 12 мая 2021 года заложили президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.
Затем президент Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров побывали в мечети Ашаг-Йовхарага. Эта мечеть, созданная в XIX веке по проекту архитектора Кербелаи Сафихана Гарабаги, считается первой из мечетей, построенных в Шуше дочерью Ибрагим хана Йовхарага. Мечеть Ашаг-Йовхарага – один из историко-архитектурных символов города. Во время оккупации города Шуша здания и минареты мечети серьезно пострадали, подвергшись обстрелу бронетехники армян. Мечеть стала жертвой вандализма. В декабре 2021 года фонд Гейдара Алиева при поддержке Паша Холдинг приступил к реставрационным работам в мечети. После автобусной прогулки по территории города главы государств прибыли на Джидырдызу. Турция – это не одна нация, два государства, но и Азербайджан, Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан – это одна нация, два государства. Конечно, это касается всех тюркских народов. Учитывая угрозы в мире, если вы не будете сильны сегодня, вы не сможете восстановить справедливость. Турецкие государства также должны быть тесно связаны друг с другом, неразрывными нитями. Когда это происходит, наша вера в светлое будущее возрастает. Потому нет сомнений, что 21 век станет тюркским веком. Var mı Manas gibi yüce kahraman, halkına sevdalı Marsbek komutan, atamız Bahadır, yiğit Oğuzhan. Özledik seni muhteşem Süleyman. Konuşsam seninle dilimiz biridir, hamurumuz mayamız elimiz biridir. Toprağımız yurdumuz dilimiz biridir, tek yürek ol diyen dinimiz biridir. Ey! Buhari bizimdir, Kaşgari bizim, İbn Sina bizim, Haresmi bizim, Karasay Navruzbay, Osman Batur bizim, alimler yiğitler, Osman Şah bizim. Konuşsam seninle dilimiz biridir, hamurumuz mayamız elimiz biridir. Toprağımız yurdumuz dilimiz biridir, tek yürek ol diyen dinimiz biridir. Ey!
Талгат Мирахимов – живописец. Искусство живописца выражается в эстетическом переживании мира, отражении полноты зримых форм, ароматов благоухающих цветов, плодов, красоты южных мотивов, обаяния и неги, текущей перед его взором жизни. Участник республиканских и международных выставок. Произведения находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтеева, в музеях СНГ и стран дальнего зарубежья. Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР. Талгат Мирахимов – художник яркой творческой индивидуальности, продолжатель традиции реализма в кыргызском изобразительном искусстве. Он родился в городе Кульджа, в Восточном Туркестане, в семье известного ювелирных дел мастера Акзама Мирахимова. После переселения в Киргизию в середине 50-х подросток Талгат осуществил свою мечту, поступив в художественное училище, которое сегодня носит имя Семена Афанасьевича Чуйкова. Со второго курса был направлен на службу в армию. По возвращении в 1968 году окончил училище, получив назначение на работу в Республиканский художественный фонд. Выставка охватывает творческий путь художника за 50 лет и посвящена природе, людям кыргызской земли и Восточного Туркестана. Это полотна пейзажной живописи, сюжетные композиции на темы повседневной жизни земляков-художника, уйгуров-земледельцев. Его внимание также привлекает портрет и натюрморт. Живописные холсты Мирахимова отличают не только задушевная интонация, но и цветовое богатство. Твердая позиция автора – сохранить и донести до молодых художников живой, обогащенный новыми ритмами, реалистический метод живописного письма. Зрителю предстоит путешествие по тихим патриархальным улочкам Урумчи в Восточном Туркестане, окунуться в атмосферу азиатского базара, полюбоваться грацией юных девушек, ощутить прикосновение потоков свежего ветра на берегу Иссык-Куля, побывать в бескрайней казахской степи, одним словом, увидеть красоту родной земли глазами художника, патриота, гражданина и незаурядной творческой личности, который использует свой талант во благо людей. Говорят, любой юбилей – это не повод считать года, а повод считать друзей. Талгата Мирахимова приехала поздравить целая делегация из Казахстана, где его работы часто выставляются. Талгат, мы вас поздравляем юбилейным выставкам. И видите, у нас сегодня гости
родственники, близкие из Казахстана тоже приехали, чтобы поздравить вас. Ну, мы присутствуем вот в юбилейной выставке. Ну, прекрасная выставка, прекрасные картины. Я уже сказал, что Талгат Ака Мирахимов знает не только у вас в Киргизии, но и в Казахстане, Узбекистане. И в России очень хорошо знает. Художник очень известный, мастер своего дела. Его картины всегда, в первую очередь, ты оказываешься на Восточном Туркестане. Большинство, во всяком случае, картин вот про Восточный Туркестан, родину уйгуров, быт уйгуров, культура, искусство. Поэтому нам всем и казахстанцам очень интересно всегда посещать вот выставку Талгат Ака. Ну, когда смотрим, как будто мы в Восточном Туркестане находимся. Мы смотрим, как я уже сказал, мы как будто чувствуем себя в Восточном Туркестане, у себя на родине. Поэтому мы, большая делегация, сегодня приехали сюда поздравить Талгат Ака, в первую очередь, с юбилеем, юбилейной выставкой, пожелать ему здоровья, успехов, дальше творческой деятельности. Может, в вашей делегации тоже кто-то хочет поздравить или что-то сказать? Мы только можем сказать Талгат Аке больших творческих успехов Акава. Пусть вот эти картинами наслаждаются все люди. Если у вас и здоровья, конечно, большого. Будет здоровье, вы не одну такую картину нам еще напишите. Еще наши дети, внуки будут радоваться этим картинам всем. Вот. Талгат Аке, когда открытие было, не зря сказали, вы народный художник уйгурского народа. Вы действительно не только уйгурского народа. Все правильно сказали. То, что делается, это Восточный Туркестан, это тюркских земель. Здесь, невзначай на национальности, все туркоязычные общались друг с другом. Это спокон наша земля, наши обычаи. И мы тогда не разделялись на каких-то племена или там национальности. Все были единые были. Я вот работаю, иногда мне кажется, что это будет. В конце концов, мы все также будем общаться, жить единой тюркскими национальными делами. Я думаю, поэтому я постоянно работаю на эту тему, чтобы наши дети, внуки не потерялись или, можно сказать, не оторвались от того, что у нас есть. Ценили всегда творческий человек. Да, всегда творческий человек. И творили, в конце концов. Это вдохновляет, илхам дает. Тема Родины, ее природы – единственный творческий потенциал, годами углубляющийся, все свободнее переходящий в слова, размышления, этюды и картины. Во многих его работах изображен Иссык-Куль. Фархад Бey, сегодняшний день мы можем считать праздником уйгуров? Конечно, мы можем считать праздником уйгуров, так как наш Мирахимов Талгат проводит сегодня 75-летнюю юбилейную выставку своих картин. Его картины знают все во всем мире. Его картины висят, украшают музеи Европы, Америки, в Нью-Йорке его картины, в Люксембурге, в Париже. Любуются его картины в музеях. И это его картины очень ценят и любят. И мы гордимся, то, что у нас есть такой брат, то, что он именно уйгур. Вот. Он, правда, уже много лет живет в Кыргызстане, он считается наш кыргызстанский уйгур уже. И пишет картины, которые прославляют наш Кыргызстан, показывают всю красоту нашего Кыргызстана, озеро Кыргызстан, наши прекраснейшие горы, а также весь быт восточных народностей. Творческому человеку что надо, что нужно? Я думаю, творческому человеку надо время для размышления, вдохновлять. Время, чтобы вдохновлять. А он не только он своим пером, своей кистью вдохновляет и молодежь, и весь народ Кыргызстана. Мы гордимся, что у нас есть такой заслуженный мастер своего дела. Надо всем нам поддержать вот таких людей, которые действительно полезны для народа, государства и будущему поколению. Да, он часто проводит такие мероприятия, и мы
всегда поддерживаем нашего Аксакала, мы очень его уважаем. И вот сегодня тоже наглядная выставка юбилейная. Так как часто проводят такие выставки, мы всегда рядом, мы всегда его поддерживаем. Дай Аллах ему здоровья, благополучия и творческих успехов. Спасибо. Оскар Бey, сегодня уйгурской диаспоры праздник можно считать. Нашему многоуважаемому Талгатаке юбилейная выставка, 50-й почти. Что вы могли бы сказать как руководитель уйгурской общины в Кыргызстане? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что Талгат Агзамович является творческим деятелем, он наша гордость. Мы на самом деле гордимся тем, что сегодняшнюю его выставку посещают интеллигенция страны нашей Кыргызстана. У него плотные взаимоотношения со всеми сферами интеллигенции. И врачи здесь, и все творческие личности приходят. Вы правы, в действительности это уже далеко не первая его выставка. И каждый год, когда вот сегодняшняя выставка приурочена к его 75-летнему юбилею, как бы двойной праздник, хочу сказать то, что мы в действительности гордимся, что среди нас есть такие творческие деятели, известные за пределами нашей страны. И мы, как много других населяющих нашу страну наций, мы можем гордиться нашим маэстром, да, Талгатаке нашим, можем гордиться. И на сегодняшний день, я так думаю, нам приятно. Спасибо, спасибо вам. Сегодня действительно день особенный, потому что мы присутствуем на 50-летнем юбилее творчества Талгата Близовича Мирахимова. Наверное, нет человека, у которого так развито творчество. Человек, который вложил так много для того, чтобы сохранить историю своего народа, показать его быт и сделать все, чтобы о народе Кыргызстана, об уйгурском народе узнала вся мировая общественность. Сегодня, в этот юбилейный день, я хочу сказать, что каждая картина его говорит о том, что нужно делать все, чтобы развивалась страна. Нужно делать все, чтобы эти картины видели дети и воспитывались на них. Чтобы вот та история, которую он написал, вдохновляла бы наших взрослых, детей, чтобы мы не забывали свои корни, чтобы мы знали, что мы трудимся, мы живем на благо своего государства и своего народа. Сегодня в Кыргызстане проживает очень много уйгуров, которые вкладывают свой огромный труд в развитие нашего государства. Так вот, я хочу пожелать Талгату Аблизовичу большого здоровья, больших творческих успехов. И пусть Талгат Агзамович знает, что мы его любим, что мы гордимся им, что есть среди нашего народа такой человек, благодаря которому сохранилась история. Ну, Талгат Мирахимов один из знаменитых профессионалов, художников нашей страны. У него есть свой почерк. Он очень любит, используя разные цвета, показывать природу Кыргызстана и людей Кыргызстана. Мы сегодня сказали, что коллекции Талгата Мирахимова не только в музеях Кыргызстана, но и по всему миру, в разных музеях, в частных коллекциях каких-то европейских стран на сегодняшний день находятся. И поэтому мы гордимся, что Талгат Мирахимов, рисуя Кыргызстан, по крайней мере, представляет эти картины по всему миру. И эти картины стоят в разных музеях по всему миру. И мы гордимся с нашим соотечественником. Я надеюсь, что он дальше будет рисовать, мы будем очень много еще проектов делать. И поэтому его уровень, его почерк всегда он отличается. Если бы несколько картин показывали бы, я всегда узнавал бы почерк Талгата Мирахимова, да, потому что как он использует цвета, как он рисует, по-особенному передает лиц людей, это все, конечно, на высоком уровне. Много хороших слов и пожеланий было сказано в адрес Талгатбея. Сегодня о Талгате Мирахимове очень много было сказано как художник, как общественный деятель, как творческий человек. Что вы скажете, как супруга? Какой он человек в семье? Что я могу сказать? Он у меня очень известный, очень добрый. Он совсем простой человек. Он не любит, когда о нем, когда сам себя вот хвалил, там день и ночь работает.
Он, конечно, как супруга поддерживаете его, естественно? Обязательно поддерживаю. Где бы ни побывал бы, я главный менеджер. Его картины выставляет, я про его говорю, внутрь захожу, и какие рисунки он делает, здесь что обозначает, что есть, что нету, какие краски, темные, яркие. Вот это все я всегда ему помогаю. Ну, какой он в семье человек, как отец, как... В семье он отличный отец. Внукам, внучкам, даже он всегда говорит, надо учиться, учиться и учиться. Он помогает и внукам, и внучкам, и дочерям, и сыновьям. По стопам отца, даже мой сын сейчас вот художник-дизайнер. И вот мой внук Акзам, тоже очень хороший дизайнер, тоже учится. Одна учится в юридическом институте, одна у меня сейчас в Париже. Вот всех поддерживает он, и я тоже, конечно, толчок делаю ему. И дочка, по-моему, тоже дизайнер. Да, дочка тоже. У нас творческая семья. Творческая интеллигенция, можно сказать. Да, друг другу помогаем, друг другу поддерживаем. Вот, мы любим, ценим, уважаем его. Воспользуюсь случаем, как супруга, что вы будете желать ему самое, который исходит от души? Спасибо. Я, конечно, любой хочет, чтобы супруг был, долго жил, вместе был своим, как говорят, и вместе пели, вместе танцевали, вместе говорили, вместе обсуждали вот это все. Я хочу ему долго-долго жить, не только 75 лет, до 100 лет я ему буду поддерживать, помогать. Конечно, и мы друг друга любим, уважаем, ценим. Вот и по стопам и мои внуки, и внучки все пойдут. Организаторы подготовили для Талгата Мирахимова и его гостей интересную музыкальную программу. С юбилеем вас, дорогой Талгат Ака! Пусть жизнь вам подарит еще много счастливых дней и радостных событий.